Пачатак афіцыйнага адліку гісторыі сацыяльнай службы пакладзены ў далёкім 1919 годзе, калі пастановай часовага рабоча-сялянскага ўрада Беларусі быў утвораны камісарыят сацыяльнага забеспячэння. За 100 гадоў неаднаразова мянялася назва і структура органаў сацыяльнай абароны. Нязменнай заставалася іх праца на карысць людзей. Время диктует сейчас такие задачи основные, как выплата заработной платы своевременная. А на протяжении уже нескольких лет у нас в районе не было просроченной выплаты зарплаты. У нас порядка 11 тысяч получателей пенсий и пособий. Стараемся, чтобы все было сделано вовремя, соблюдались сроки, качественное назначение. И, конечно же, часто мы работаем и психологами, потому что приходят к нам пожилые люди, и нам приходится выслушивать, и их бывают целые жизненные истории. Но хочу сказать, что специалисты обладают достаточными терпением, милосердием, вниманием. Сацыяльныя работнікі тыя людзі, якія умеюць дзяліцца цеплынёй душы. Іх своечасовыя усмешкі і добрыя словы саграваюць і дораць надзею тым, каму неабходна падтрымка. Сёння ў органах сацыяльнай абароны в области больш за 4,5 тысячы супрацоўнікаў. Сістэмай сацыяльнага абслугоўвання ахоплены звыш 396 тысяч чалавек. Выплаты пенсій, дапамог, абслугоўванне на даму, сацыяльная адаптацыя, працоўная рэабілітацыя маладых інвалідаў. Кола клопатаў сацыяльных служб даволі шырокая. І пры гэтым яны ў пастаянным пошуку новых форм работы. В нашем центре уже на протяжении более 9 лет работает институт третьего возраста. Кроме этого, в этом году мы запустили новый проект «Санаторий на дому». Человеку, который находится у нас на социальном обслуживании, мы предлагаем еще и дополнительные услуги. Наши специалисты готовы сегодня провести комплекс дыхательной гимнастики, оказать еще другие виды помощи, которые будут потребны человеку. Кроме этого, мы работаем с многодетными семьями. Уже более 2 лет у нас работает клуб Family City. Сегодня действительно это система, которая направлена на защиту нашего народа. Это прежде всего работа с малообеспеченными семьями, это с многодетными семьями, это с семьями, в принципе, социальная служба сопровождает всю жизнь человека, потому что рождается человек, пособия выплачиваются. И по жизни уже социальная служба нас сопровождает фактически до пенсии. И ясно, что в ее задачу входит и стабильное пенсионное обеспечение. И сегодня фактически мы можем сказать с уверенностью, я думаю, здесь никогда практически, я не помню, что были какие-то сбои по своевременности выплачивания пенсии. Сегодня действительно социальная служба в Брестской области, она на высоте, она укомплектована хорошими кадрами. Это те люди, которые за не такую большую зарплату выполняют огромную функцию, чисто иногда человеческую, когда действительно надо любить эту профессию, надо даже не профессию любить, надо людей любить. Дыпломы, ганаровыя граматы і лісты падзякі ад абласнога выканаўчага камітэта, ад Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, ад урада краіны. Гэта толькі малая частка вялікай удзячнасці сацыяльным работнікам за нялёгкую, але высакародную працу.